Кто такой Албани? Ответ шейха Усамы Махмуд Аль-Асхари, хадисоведа из Египта. Шейх Албани в действительности по внешним признакам хадисовед, но есть несколько причин, из-за которых он нуждается в многократном изучении и пересмотре. Во-первых, Албани, да смилуется над ним Аллах, не получил знания от ученого, никогда не сидел перед учителем, у него нет педагога-наставника в науках хадиса. Он не зачитывал хадис и основы его наук перед шейхом, а получение образования непосредственно от шейхов является основой наук хадиса. Одним из шейхов Хафиза ибн Хаджара является Хафиз Аль-Ираки, да смилуется над ним Аллах, за которым Ибн Хаджар неотступно следовал, обучаясь наукам хадиса на протяжении полных 10 лет. Он прочел перед ним Сахих Бухари, Мукаддима ибн Салах и Альфия в науках хадиса. Он приступил к составлению книги только после 8 из 10 лет упорного обучения у Хафиза Аль-Ираки, да смилуется над ним Аллах. Он присутствовал на лекциях двух благородных имамов Аль-Хайсами и Аль-Ираки, да смилуется над ними Аллах, и видел, как большие ученые рассматривают вопросы, связанные с науками хадиса. У шейха Албани не было способностей и научной подготовки, наоборот, он уединился в библиотеке Захирия и начал сам в одиночку читать хадисы. Он рассказывал о себе, что впервые увлекся хадисами, когда прочитал статьи шейха Рашида Рида, которые его удивили, и начал собственноручно копировать выводы Хафиза Аль-Ираки, да смилуется над ним Аллах, к хадисам из книги «Возрождение религиозных наук». Затем он стал заниматься хадисами без учителя на протяжении всей своей оставшейся жизни. Хадис – это наука, в которой необходимо брать, слушать, изучать и подготавливаться. Ученые-хафизы говорят, что не называют хафиза хафизом, пусть даже он знает наизусть много хадисов, если он не обучался у уважаемых хафизов, и они не засвидетельствовали ему в этом. Этот большой недостаток привел к тому, что решения шейха Албани, да смилуется над ним Аллах, насчет передатчиков хадиса и его цепочек стали далеко не точными или неустойчивыми. После него современники из числа его сверстников, учеников и другие стали составлять отдельные книги по дополнению его решений. Например, один из них составляет книгу «Доброе наставление в исправлении достоверной цепочки». Не переставали издаваться книги, требующие пересмотра его решений. Ученые говорят, что более 80% его решений по хадисам подлежат повторному рассмотрению и пересмотру. А некоторые исследователи посчитали, что более 70 книг относительно его решений по хадисам подлежат пересмотру. Самая большая проблема в связи с этим заключается в том, что ограничивающийся его книгами и обучающийся только на них иногда погружается в иллюзию, что Албани в совершенстве владеет науками хадиса, то есть ставит его на один уровень с такими хафизами, как Аль-Бухари или Ибн Хаджар, да смилуется над ними Аллах. А некоторые даже в своих статьях о хадисах приводят речь имама Навави, да смилуется над ним Аллах. А потом говорят, что Навави высказался относительно кого-то как слабого передатчика хадиса и как может сравниться высказывание имама Навави с аналогичным высказыванием Албани. Они приводят высказывание шейха Албани рядом с высказыванием имама Навави для того, чтобы поднять шейха Албани в степени. А один из его учеников высказался относительно шейха Ахмада Аш-Шакира, говоря, что после имама Сахави и имама Суюти, да смилуется над ними Аллах, не было более знающего науки хадиса, чем Ахмад Аш-Шакир. Я не преувеличу, если даже скажу, что он превзошел в науке хадиса имама Сахави и имама Суюти. Где же большая опасность в этих трудах? Они дают читателю иллюзию, что Албани превзошел хафизов, и его высказывания в области хадисов достовернее, чем высказывания хафизов. Остерегайтесь этого. Я советую вам сторониться его книг и обратиться к книгам хафизов. Я приведу вам пример. Некоторые исследователи усердно работали над сбором решения Хафиза ибн Хаджара, да смилуется над ним Аллах, относительно хадисов примерно из 60 его трудов. Выпустили книгу в больших 6 томах под названием «Энциклопедия Хафиза ибн Хаджара по хадисам», в котором решение Хафиза ибн Хаджара, да смилуется над ним Аллах, по хадисам из этих 60 трудов.
Тебе необходимо иметь эту энциклопедию, тебе также необходимо придерживаться решения Хафиза ибн Хаджара, да смилуется над ним Аллах, являющегося печатью хафизов и предводителем мусульман области хадиса, решение и благородство которого неоспоримы. Тогда, если ты будешь полагаться на Хафиза ибн Хаджара, да смилуется над ним Аллах, внимательно изучать науки хадиса, науки передатчиков хадиса, сможешь объединить все стороны этой науки. Читай после этого кого пожелаешь, потому что тогда ты будешь понимать то, что читаешь, и сможешь отличить стабильное и безопасное от неустойчивого. Вторая проблема у шейха Албани заключается в том, что он начал брать из тех хадисов далеко не устойчивую категорию фикха и пропагандировать это среди людей, чтобы они оставили 4 изучаемых стабильных безопасных мазхаба и сразу перешли к неустойчивому фикху. И мы можем сказать, что есть большая разница между стабильным, одобряемым научным исследованием, например, исследование Хафиза ибн Хаджара, да смилуется над ним Аллах, и неспокойными тревожными исследованиями, в которых неясность в изложениях и противоречия в решениях, подобно исследованиям шейха Албани, да смилуется над ним Аллах. В таком случае будьте внимательны, о молодые люди. Желающие принять решение над тем или иным хадисом, пусть придерживается решения больших хафизов, решение Хафиза аль-Ираки, решение Хафиза имама Хайсами, решение Хафиза ибн Хаджара и других подобным им выдающихся хафизов уммы, да смилуется над ними Аллах. Также есть опасность в том, что шейх Албани взял книгу Тирмизи и издал книгу под названием «Достоверные сунны от Тирмизи» и книгу под названием «Слабые сунны от Тирмизи». Однако для имама Тирмизи, да смилуется над ним Аллах, не было скрытым, что тот или иной хадис является слабым. Если бы он хотел предостеречь от этого хадиса, то он не включил бы его в свою книгу «Сунны от Тирмизи». Если он включил этот хадис в свою книгу, он доводит до сведения о наличии ряда обстоятельств, которые способствуют познанию состояния хадиса. Он взял на себя обязательство довести до сведения решения по каждому хадису. Затем упоминает высказывания в этой главе, которые подтверждают, что смысл данного хадиса непрерывно связан со смыслами пророческих слов. А затем он упоминает тех ученых, которые использовали данный хадис и извлекали нормы из них, указывая тем самым, что компетентные ученые использовали текст данного хадиса. Если изъять хадис из всех этих наук, которыми владел имам Тирмизи, да смилуется над ним Аллах, затем приходит человек и говорит: вот достоверные сунны от Тирмизи, а вот слабые. Потом мы берем слабые и полностью убираем их. Это большая ошибка. Будьте бдительны во всех этих вещах. Ученые доверяют единогласно и полагаются на решения, подобные решениям Хафиза ибн Хаджара, да смилуется над ним Аллах. Всевышний Аллах знает лучше.